Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня с вами логопед Алма Курхаева с детского сада Карлыгаш. Сегодня я хочу показать несколько артикуляционных упражнений для детей, у которых в речи есть западающие звуки. В речи человека большую роль играют и мышцы губ, и мышцы языка. Если эти мышцы плохо работают, то, естественно, язык уплотненный, он лежит, и речь невнятная. Для этого необходимо проводить артикуляционные упражнения. Часики. Улыбнулись, раскрыли рот, не задеваем язычком ни верхние губы, ни нижние, ни зубы. Делаем 30 секунд. Делаем паузу, проглатываем, если слюнки собрались, и повторяем еще раз. Артикуляционное упражнение часики необходимо выполнять для постановки всех недостающих звуков, потому что язык плотный, а язычок на весу, он становится тоньше. Следующее упражнение называется лошадка. Цокать будем. И так. Тоже 30 секунд. Делаем паузу и еще раз повторяем. Необходимо для постановки всех недостающихся звуков. Здесь язычок тоненький, он щелкает и всасывается к верхнему ногу. Это упражнение обязательно ребенок должен выполнять. Футбол. Закрываем ротик и языком 10 раз в одну сторону, затем 10 раз в другую сторону. Очень сложно, ребенок может капризничать, уставать, надо делать паузу, проглатывать слюнки и продолжать. Здесь у нас укрепляются губы, во-первых, рот прикрытый, мы давим язычком, и укрепляется язычок. Язычок становится сильным. Язык, мышцы языка укрепляются, и сонорные звуки у нас лучше, четче будут выговариваться. Улыбнулись, открыли пошире рот, вытаскиваем язычок и как бы язычком делаем артикуляционное упражнение чашка. Глубокая чашка. Упражнение артикуляционная чашка необходимо при постановке звуков шипящих, свистящих. Здесь подгибаются края губ, поэтому это упражнение как можно больше выполнять надо, необходимость в этом действии. Если у ребенка в речи отсутствует звук «р», то необходимо выполнять артикуляционное упражнение барабан. Для этого кончиком язычка отбиваем за верхними зубами, за резцами верхних зубов, и проговариваем звук Т. Когда мы увеличиваем скорость, у нас непосредственно будет выходить. Следующее артикуляционное упражнение – это блинчик. Язык ложен на нижнюю губу. Это упражнение некоторые говорят блинчик, некоторые говорят лопатка. Обязательно надо, чтобы в зеркало ребенок на себя смотрел. Язык не должен шевелиться. Проводя все артикуляционные упражнения, именно артикуляционное упражнение блинчик, здесь у нас язык расслабляется, немножко отдыхает. Потом переходим к остальным упражнениям.